Салимет Сызби, здравствуйте! Алтансаринская сельская библиотека предлагает видеолекторий «Летописец великих перемен» к 130-летию Беймбета Майлина. Летописец великих перемен Майлин родился в 1894 году на территории Кустанайской области Тарановском районе. Остро-сатирическая поэзия Беймбета Майлина, которую он начал создавать в 14-летнем возрасте, завершилась творческой находкой, образом насмешливого и трудолюбивого Маркамбая. Творческий путь Беймбета Майлина начинался с создания поэтических произведений «Черты мусульманина», «Нужда», «Скот», «Богатство», «Летний вечер», где Беймбет Майлин описывал свои раздумья о жизни, о несправедливости тяжелой доли трудового народа. Беймбет Майлин является автором более 10 поэм. Первый сборник поэм Майлина был издан в 1936 году под названием «Маржан». Далее «Байская дочка», «Девушка Разия», «Беглянка», посвященный трагической судьбе девушки-казашки в дореволюционном ауле, «Ханай», «Сағындық», сказка старухи, описывающая гражданскую войну и установление советской власти в Казахстане. Майлин внес большой вклад и в развитие в Казахстане жанра прозы, особенно рассказа. В сюжете рассказа «Рыжая полосатая шуба» идет речь о раздаче конфискованного имущества бая. Неотступной темой творчества Майлина является тема освобождения женщины и ее осознания себя личностью. Эти идеалы выражены в рассказах «Волосная Культай», «Председатель совета Камила», «Коммунистка Раушан». Целый ряд рассказов отражает коллективизацию в ауле: «Дом красноармейца», «В начале раздора», «Корова Дайрабая», «Мукош сын Арастамбая». Наиболее известной из всех ее произведений является повесть-памятник Шуги. В ней описана судьба казахской девушки, вынужденной подчиниться обычаям. Социалистические изменения показаны в романе Азамат Азаматович. При жизни Беймбета Майлина было издано более 40 его книг. На родной земле его не забывают и вспоминают с гордостью. Он был прекрасным художником слова, которому удалось через свои произведения показать, передать дыхание того времени.